Кумертау – связующий центр на пересечении транспортных магистралей между Поволжьем, Уралом, Средней Азией и Западной Сибирью. В 2016 году этот город получил статус территории опережающего социально-экономического развития – ТАСЭР. У резидентов ТАСЭР много экономических преференций. Они быстро развиваются, увеличивают объемы производства и выручки, создают новые рабочие места. Одно из них – МПП «Кумертау». Здесь шьют одежду и аксессуары для мягких игрушек. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Кумертау на этом предприятии. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Привет. Ваше предприятие, да? Да, наша. Это вот МПП. Открылись вот буквально мы в июле начали работать. Зарегистрировались в декабре. Но там пока коронавирус мы ремонт делали. Как раз было, людей сюда не запускали. Потому что людей запустишь, ремонт уже не сделаешь. И вот отремонтировали здание. Вот с июля начали уже здесь работать. Производство как игрушек, да, здесь? Да, по игрушку у нас. Ух ты. У нас основное предприятие находится в Можайске, Подмосковье. Ага. И игрушки делать непосредственно там. В Можайске мы с 2014 года открылись и начали производство. В 2018 году зашли в Мелеуз. И вот с 2019 года уже перешли сюда. Здесь еще площадку открыли. В Мелеузе и здесь шьем только одежду для игрушек. Сами игрушки не выпускаем, а вот одежду для игрушек уже. Здесь шьете, отправляете в Можайск, они там одевают. Укомплектовывают, да, полностью. Потому что игрушки немножко посложнее делать, а одежку больше надо. И поэтому одежку здесь отправляем в Можайск, там уже одевают, комплектуют полностью и оттуда распродается. Ну, вот вам в Кумертау комфортно работается? Да, здесь очень хорошо. Ну, мы как резидент ТАСЭР зашли. Вот, помощь большая, потому что людей прилично работает там и по фонду социального страхования у нас все это льготы, и по налогам тоже. Ну и помогает. Мы и оборудование вот тоже субсидировали, покупали. Что здесь делали? Субсидии на оборудование в 2 этапа дали. Сырье сейчас закупать будут, по сырью у нас 100 миллионов. По вашему поручению на этот год деньги Да, у есть. нас же там субсидирование на закупку. Это же легкая промышленность, да? Она по КВЭДу подходит и так далее. Но мы пока наполовину здесь вот только планировали загружен. У нас сейчас 40 человек здесь работает, планируем на 90. То есть людей сейчас еще набираем, хотим работать. Если дальше наберем, то в принципе администрация нам в аренду дала площадку вот здесь, которая находится, и рядом еще цех построен. А это вот цех вы ремонт здесь сделали? Ремонт, Или капитальный ремонт здесь просто? зашли. Да, ну я вижу прям вот Ну, это. он этот такой в заброшенном состоянии практически был. У вас в основном швеи, да? Швеи, да. раскройщицы. Здесь вот расстроенный участок, здесь вот поначалу Здравствуйте. не запустили мы его, сейчас уже полностью уже работает. Здравствуйте. Здесь уже вот непосредственно девушки отшивают, все полностью продукцию, вот упаковываем, отправляем в Можайск. Вот наши игрушки. Понятно, да, симпатичные. Да. Ну, они, да, это известно, вот они, допустим, зайчик, он в разных комплектациях. У нас вот они, это вот то, что Кумертау только успел вот сделать. Пошивы вот так. Да, пошив. Вот это, получается, часть Да. ваша. Сейчас на данный момент вот 15 тысяч изделий где-то примерно в месяц выходит с Кумертау. Смотрите, я не знал, что в Можайске вот этот. А потом оттуда уже по всей стране, по всей наверное. стране, да. Ну, уже вот смотрите, как упаковка упаковывается вот уже. И такие уже красиво расходятся. Да, да. Уже пакет от фирменных, ну все. А ткани где берете, покупаете? Из Китая иногда завозим, мы российских вот так покупаем. вот, ага. У нас дизайнер, когда сделают, уже начинается Уже подбор под это тканей, начинаете уже подбирать. начинает подбирать. У нас субсидии, которые вот по сырью есть, на российский процент больше, на зарубеж, то есть мы это сделали. То есть мы, Чтобы- ну да, мотивируем, что Да, наш- если у нас в республике покупают там 70%, если российский 50%, если зарубежный 30%. Ну, оборудование закупили уже высокотехнологично, у нас программное обеспечение машинки, то есть там не надо ни ниточку обрезать, ни заклепки ставить, там вот такого мало у кого есть. В одну смену пока работаете? Пока в одну, Пока да. в одну Вот я смену говорю, сейчас еще набираем, сейчас. А вот у вас, когда приходит человек устраивается на работу, обучение какое-то есть, ну? Обучаем здесь, да. Ну, то есть вот сперва все равно же этому что же Ну, надо? сейчас вот, грубо говоря, в первый период пошли профессионалы. Мы с Мелеуза сюда перевезли, потому что до этого в Мелеуз ездили на автобусе люди работать. Их перевели сюда всех и начали набирать. Кто дома шил, кто где-то там в школе учился когда-то. Сейчас вот через центр занятости с горным колледжем договорились, они будут обучать нам, поставлять Горный людей. колледж где-то по 200-250 швей готовит в год. Да, сейчас вот как раз договорились, уже вчера вот уже звонили. Да, смотрите, получается, сейчас швеи нам нужны будут.
считаете, вы, потом вот у нас Деним, вот это предприятие джинсы там, потом вот предприятие «За спорт» и «Аркада» в Ишимбае на площадке особой экономической слышал, зоны. да. Но я думаю, что будет держать только зарплата. На данный момент я человек 100 бы с удовольствием трудоустроил бы. Несмотря на то, что игрушки, ну, конечно, профессионально швеи требуются, потому что сложновато их шить. Это там не спецодежда, это не одежда. Ну да, вот здесь оборочки. Да. Здесь все точно. Тем более она брендовая, мы под нее всегда, ну, для детей. Поэтому качество такое же, как про взрослую продукцию, абсолютно. Интересно. Поэтому сопровождение, книжки выпускаем даже про нашу продукцию. То есть вот пока вот это вот ваше производственное помещение, но вы готовы там, Раза в 3 расшириться. раза с удовольствием, серьезно? да. Потому что сейчас и Мелиус расширяем, и здесь расширяем. Работы очень много, не успеваем. А у вас сколько уже вот предприятий, сколько лет вы здесь работаете? Здесь мы с июля, А, с получается, июля, ага. да. Но я большую часть привез с Мелиуза, там с 18 года. ага. Я их года 2 возил туда автобусами. А здесь Кумертау собирал, отвозил туда, потом привозили обратно. Я понял, Да. сейчас. Ну, да. И здесь поэтому было проще, потому что я все, костяк привез, а они сразу с первого дня начали работать и постепенно начали обрастать новыми. И смотрите, вот у нас есть программа, вы должны знать, вот, ну, я так понимаю, вы в работе. У нас есть программа поддержки легкой промышленности, у нас есть поддержка инвестиционных проектов, у нас программа субсидирования. Активнее работайте с нами, и мы только в помощь вам. Это самый активный резидент. Да, мы работаем. Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по городу Кумертау. Следующий объект руководителя региона – тоже резидент ТСР, предприятие «Башденим». Там выпускают джинсовую одежду для детей, подростков и взрослых, а также различную спецодежду. Добрый день. Да? Привет. Да, добрый день. Ну что, показывайте. Здравствуйте. Помещение, в которое мы работаем. Здесь у нас вторая очередь. В первую очередь там. Здесь наша продукция. Вот раскроенный стол. Это по второй очереди по плану мы здесь будем уже кроить продукцию. Дальше продукцию мы в основном привозили с Краснодара. Теперь уже будем здесь кроить. Вторая очередь подразумевает здесь закроенные столы. И там будут уже, соответственно, тоже 25-30 станков, чтобы дополнительные смены работали. А вы разве только детское делаете, а взрослое? Мы раньше делали взрослую одежду, но поступили больше заказчиков в детской, так что делаем сейчас детское. Но у нас в Башкирии, в Уфе появился как бы партнер, который захотел, чтобы мы сделали специальную коллекцию взрослую. Вот сейчас в разработке. Я думаю, что весной будет Уже взрослое, взрослая будет, где-то порядка 30 моделей взрослая. Можно будет Ну, вообще, так-то вот я гляжу, ну, для детей симпатично очень. Ну, вот современное, да? Да. Ну и для подростков, да, есть, но отдельно будет для взрослых. Я думаю, что в ближайшее время уже дизайнеры разрабатывают, конструкторы. 30 моделей будет. А так площадка у вас? Да, площадка там. Вот у нас шилась вот эта продукция, мы уже ее отгрузили. Вот эту сейчас закончили. Отгрузили куда, в смысле? Мы отгружаем в Краснодар, там идет процесс варки. То есть процесс варки, еще здесь обработки как бы дополнительных, например, вот продукция, вот она должна выглядеть вот так, конечная. Вот ее сейчас отшили, сейчас ее будем отгружать. И вот сейчас курточку, вот они приехали, курточки там заготовки лежат, и вот делается вот эта курточка сейчас у нас. Вот сейчас швеи ее хорошо. Берут вообще, нет? Берут, я говорю, покупают? Все, абсолютно, все продукция, которая делается, сразу же продается. Оптом уходит, да? Оптом уходит, заранее за полгода она заказывает, соответственно. То есть сейчас делается летняя. Здорово. У нас в первую очередь первый цех, который мы запустили. Вот здесь пока все происходит, да? Да, здесь пока что, но вот мы сейчас запустили, там сейчас так что будет, думаю, в течение месяца-двух будем новое оборудование покупать, ставить, и там будет вторая очередь. Здесь 2 смены. 2 смены? Да, 2 смены. 2 дня одна смена,
2 дня другая смена. Если люди хотят выйти в соседнюю смену подработать, они выходят. Они могут, да. Да, оборудование позволяет, потому что всегда должно быть больше станков, потому что станок испортился, где-то что-то заклинило. Чтобы человек не простаивал, он пересаживается на другой станок, делает другие операции. То есть постоянно как бы движение. А станки эти вы оттуда перевели? Это наши краснодарские станки, мы оттуда привезли. Закупку еще не... Новую закупку еще не делаю. Новая закупка будет производиться во вторую очередь. А вот мы с вами там на инвестчасе там проговаривали. 17,7 миллионов рублей под них зарезервировано. Ждем 18,7. А что не выбираете? Необходимо гарантии предоставить, а банки не совсем готовы гарантии предоставлять, идти навстречу. Говорят, молодое предприятие, у вас должно быть больше выручки, делаете больше, ой, у вас коэффициенты, показатели. Ну, вот этот вопрос решаем, я надеюсь, в ближайшее время решим. Ну, просто у нас мы делали вот для таких предприятий как раз на 6 месяцев под личное поручительство учредителя либо бенефициаров. В министерстве собирались, но пока ни то, ни другое не проходит. Поэтому ждем. Деньги Да. про них лежат. Поэтому. Да, поэтому знаем, спасибо. Какие планы вообще? Вы так собираетесь заякориться здесь, да? Ну да, естественно. Вообще мы сейчас выпускаем 3500 изделий, вот в феврале выпустили. План стоит где-то до 10-20 тысяч изделий поднять. Это только детская или детская и взрослая? А это будет общая полностью вся номенклатура. Ну, 10-20 это вообще надо больше делать. Тем больше, тем лучше. Ну, мы вот сейчас это помещение хотим полностью освоить. Дополнительное помещение у администрации мы уже тоже в аренду взяли. А там такие же площадя, мы там, оно больше подходит именно под швейку. Если все хорошо, мы успеем весной здесь полностью как бы закрепиться здесь полностью, то уже, то есть заполнить оборудованием, людьми, то мы начнем ремонтировать то помещение. Сколько вы зарезервировали? 18,7. Ну, это, в принципе, приличная сумма. Да, вам, этого вполне Вы достаточно. вполне можете Да, закупить для закупки. новое оборудование. Да, Ну, плюс они новое оборудование покупают, мы им субсидируем. Да. Плюс сырье покупают, мы им субсидируем. То есть тут ждем вот только. Ну вот банки, вот вопрос гарантии. я понял. Мы не потому что, мы уже с удовольствием бы взяли, потому что нужно как бы расширяться, все это необходимы деньги. Сколько человек сейчас работает у вас? Значит, в одну смену 13, в другую смену, по-моему, 14-15. Вот сейчас тоже люди подходят постоянно. Там наверху что здесь? А на втором этаже у нас находится столовая, где они могут... вон как. Да, там столовая, холодильник, туалеты, соответственно, бухгалтерия, как вот такие помещения. Хорошо, тогда помощь какая-то нужна от нас? Нет, все, спасибо всё, то большое. есть Вот, идёт, вот да. на этом пока что спасибо. Теплые джинсовки ждем, когда сюда перевезут с Краснодара. Ну, вы номенклатуру расширяйте. У нас такого же нету, я поэтому хотел, чтобы вы приехали, чтобы... У нас чулочно-носочное, еще что-то, но вот чтобы джинсы у нас шили, это прикольно. Ну, будем стараться. Ладно, спасибо. На минуточку прям вот подожду. Ага. У нас предприниматель тоже занимается производством. А я слышал, да, здорово. Да, Вообще это... наименование, да, разновидностей. А сколько гитар вот производите в месяц? Ну вот на сегодняшний день в месяц где-то около 150 штук. Серьезно? Плюс-минус, да. А сколько человек работает у вас? 7 человек в смене. 7 человек. Да, ну это вместе со мной. Так, Ну это вот... Можно? конечно, конечно. Я не играю, но... Вообще могу красота, конечно. продемонстрировать. Да, давайте. Чтобы послушать. Строит она везде. Это мы Я слышал, это сделали. ваше предприятие. А вот куда реализовываете? От Тюмени до Москвы. А, вот так. А как, по интернету или как вот? Нет, звонят на сайт, То есть уже, ну, сайт есть и выходит, да? звонят, заказывают. Вот последний заказ в Тюмени пришел на 126. А вот сушку сами осуществляете или берете где-то мы уже? берем уже сухую. Уже сухую, да? И храним, чтобы, соответственно, влага была. То есть, всё вот так. Здравствуйте. Сейчас. Ну, Готовы 150 штук это очень мало, конечно. У нас, чтобы обеспечить всех желающих покупать, То есть спрос больше, да? намного больше. Серьезно? Вот, например, Мусторг, вот, знаете, наверное, Мусторг, это огромная, серьезная фирма музыкальная. Они периодически мне звонят, ну что, Рустам, ты готов с нами работать? А Я почему говорю, не пока нет. расширяетесь? А потому что им надо, они говорят, у нас 45 магазинов, такие гитары, как у тебя, будут продаваться где-то 10 в неделю. Готов нам дать 10 в неделю в каждый магазин? Ну а 450 почему? гитар в неделю. Расширяйтесь. Я вот пока не могу. Я планирую. Людей да. нету или оборудования нет? С людьми очень тяжело. С людьми, да. конечно, Это специальный штучный товар, конечно. тяжело. Люди обучаются, на него тратишь время, месяц-два, вот он только начинает работать,
Он говорит, извини, меня на север вызвали. И раз и уехал. Ну, смотрите, если вы там собираетесь, мы готовы там на закупку оборудования вам помочь, еще что-то. Вот, Если захотите, прямо надумайте, на Олега Юрьевича выходите, приходите ко мне на инвест-час, прям маленькое предприятие у вас, конечно, с удовольствием там послушаем вас и поможем. Ну, если это будет большое предприятие, если... Поэтому наш я говорю, план осуществить, надумаете, да, это... мы вам только в помощь. Мы не то что надумаем, мы об этом мечтаем. Прям. Так занимайтесь, тогда занимайтесь. Мне надо вот... Спасибо, спасибо. Ну, спасибо вам большое. Так, сфотографируемся. Спасибо. Спасибо вам. Доброго здоровья всем, хорошей работы. Дома, чтобы Вас все... поздравляем еще с рождением Да, сына. спасибо большое. Да, здоровья, спасибо, да. чтоб рос Спасибо. умненьким, Вот сейчас здоровеньким. поеду, да. Спасибо. До свидания. До свидания. Аркадий Фаритович, для развития легкой промышленности у нас целая программа есть. Да, и она вот реализуется. Я вот ребят с другого региона мы перетянули. Ну, хочется, чтобы у нас джинсы шили. Вот как это была такая моя мечта, что ли. Вот реализуется. Спасибо. Следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова – рыбопитомник. Предприниматели в 2004 году нашли необычное применение бывшему угольному разрезу и при помощи современных технологий выращивают здесь рыбу. В 2019 году сюда завезли первую партию форели. Здравствуйте. Рассказывайте. Рустем Валеев. Да, очень приятно. Пойдем. Форелевое хозяйство, воробу, питомник, вода очень хорошая. И форель здесь большой очень планируется. Порядка 150 тонн форели выращивают. А сейчас сколько выращиваете? В том году около 100 тонн выращивают. В общем, ну это... С поставками проблем нет, забирают, да? Не, ну это по всей России, да. Сразу да, вылетает. и больший объем здесь у них планируется. А кормите вот этот вот сухой корм, импортный, да? Гранулированный корм, да. Финский, да? Нет, сейчас отечественный Белгород. Серьезно? Начали Да. делать они, да? Да, уже несколько лет. Раньше, да, раньше были датские корма, финские, там, английские корма был вот это. Но эти, наверное, подешевле, да? Ну, подешевле, да. Они по качеству все равно А сложно его делать? креативные. Нет, вот я просто думаю, сложно, чтобы мы... Французские корма не шли 100% рыбная мука. Они ага. получали сразу на рыбперерабатывающих платформах в океане. в море. Понятно. Ага. Сейчас они идут, корма российские, они уже идут с добавками пшеничные, кукурузные, мука, что-то там, вот это все добавляется, уже растительное. То есть она по качеству все равно А малька где берете? российская. А малька где берете? Малек выращивает кармановский рыбхоз, это учредитель его рыбопитомник, Нефтекамск, Снокамский район. Вот, и они нам уже весной завозят сюда малька, здесь нет возможности его содержать. И вот летом здесь доращивание вырастает. А вот какой сезон доращивания? Вот сейчас покажем, вот здесь в первом садке, сейчас вот такая, если показывать размерами, такая форель. В том году это был вот такой малек. То есть за год они вот так вот, да? Да, за год. Оборудование не нужно, никакого же оборудования, это только садки, получается. Ну и оборотка нужна для закупки там кормов, так, да? Садки. Или какое-то все-таки оборудование нужно, там аэрация, Сортировочное устройство, аэраторы обязательно. там подъем, там. Есть шнековый подъемник. Это, ну, в общем, сейчас нам вот как раз эти вложения, это А рыба забирает самовывозом, нет, доставка. у вас доставка Да. есть, да? Ну, пока пользуемся транспортным гаражом карманского рыбхоза. То есть они же его полностью вывозят. Да, уже рыбина какая. Вот здесь садки глубиной 7-8 метров. Вот. Здесь общая глубина, вот здесь 18 метров. Здесь и больше 50 в самом разрезе есть. В общем, вода чистая. Циркулирует хорошо. Вообще. А у них, вот это уже как бы все готовое, да, продукт? Нет, она еще будет расти. Вообще форель до 25 килограмм вырастает. Но у нас то, что реально, мы до 3 до 4 килограмм дальше уже реализовать. Это вот за год, да?
Нет, Или не за год, побольше? это трехгодовалый. Вот дальше мы пройдем здесь. А, вот эти уже крупные. Более 3 килограмм каждый лошадь. Вот это уже товарные, да? Товарные от килограмма мы считаем, это и корные. В этом году мы будем их доить. То есть в апреле будем доить, сейчас вот прекратили кормление, будем доить, получим икру. Красавцы Красные, какие. да. Красавцы, конечно. Вот, вода чистая, прозрачная, Вижу, да. далеко. И сколько таких садков у вас? Сейчас здесь 4. Ага, и там еще. А эти уже освободили, мы по осени вот все вывозили на Карманово. Там теплая вода. И тут директор по Росбитов. Хотел бы еще отметить, что наша продукция отличается особой экологичностью, поскольку вот на всем жизненном цикле мы не используем ни антибиотиков, ни красителей, ни искусственных компонентов кормов. Мы стараемся максимально, во-первых, чтобы очень была низкая плотность посадки, тогда не требуется никаких антибиотиков. Это вот, наша особенность, скажем так. Вам бы, конечно, потом полуфабрикаты делать какие-то, да? 60% всей нашей продукции мы отправляем в московский регион, на самом деле. Какие планы дальше, какие? Переработка. Переработка. Вот я говорю, все-таки вы деньги-то отпускаете. Да, первая охлажденка, дальше горячее холодное копчение и малосольное. Это вам, по сути, один цех поставить, и все Да, это будет. сейчас вот как раз в этом году, в принципе, планируется модульный цех. Вот такие предприятия мы через сельский час можем пропустить. Там тоже у нас меры. Вот мы же сейчас программу принимаем по переработке пищевой продукции. Там тоже меры поддержки будут. Предприниматель как раз изготавливает. Давай показывай свою эту юрку. Ага. Просто. Ух ты. Тепло здесь. Под подогрев стоит, нет? Или? А, нет. Ага. Небольшой прям. Но они теплые, они и зимний вариант, и летний вариант могут от 4. Ну, берут сейчас потребность есть в юртах. Берут, нет? Заказ по России. По России, да? А у нас? У нас тоже? Берут? Да, конечно. Ну вот эта юрта, она хоть и зимняя, она же и летом хорошо, она же тебя жару держит, да? Да. Делаем из холофайбера, утеплителя. Вот это вот. Это войлочный ветер. Она дороже, наверное? Очень Это дорого. натуральный войлок, да? Да. Мы сейчас начали просить юрты делать, чтобы стеклянные двери. Вот Панорамные. Панорамные. Просто ты здесь сидишь, условно, вот так вот сделал. Ну и У нас буквально вот недавно из Челябинска заказ вот такие заказал. Да. Сейчас делаем именно такой проект. Ну вот так вот оно получше просто. Да. А сколько по году делаешь? По году примерно где-то 130, вот так вот. 150 вот так. А производственная база здесь, да? Два цеха у меня. Здесь, да? Да, Кавказа делаем в одном цеху. В другом цеху мы собираем, предварительно сборка, пошив. Молодец. Работаем. Это у нас легкая промышленность? Деревообработка. Это вот деревообработка уже считается. Ну, акведывание, деревообработка. Да. Но мебель пока оборудование не планирую закупать. Возьмите субсидию. Да, не откажемся. Так работает, оборудование да? надо купить просто. Ну, это оборудование закупить, да, и продажа хорошая идет. И районы республики берут. Это разборный же, да? Вот она Да, модуль. разобрала, и все, и поехал. Да. А за сколько времени собирает? Сборка примерно 3 часа вот утепленная. Серьезно? Да. Все, счастливо, ребят. Все, спасибо. До свидания. Удачи. Радий Фаридович, как вам предприятие? Очень хорошее предприятие. Очень вкусно, кстати. Они нас угостили сейчас как раз той форелью, которая здесь выращивается. Но я вот им, собственно, и говорил, сейчас мы обменивались, что срочно нужна программа нашей республиканской поддержки перерабатывающей пищевой промышленности. У нас уникальное природное богатство, люди очень талантливые, а вот этих мер поддержки пока не хватает. Вот об этом говорили. Спасибо большое.